Привет, ребят! Всем здравствуйте, доброе утро! Сегодня понедельник, а это значит, мы продолжаем с вами знакомиться с различными уголками нашей республики. Сегодня речь пойдет о главном промышленном центре Татарстана – Альметьевском районе. 30% всех промышленных производств республики размещены здесь. Район является крупнейшим центром нефтяной промышленности не только Татарстана, но и в целом Российской Федерации. Здесь начинает свой путь магистральный нефтепровод «Дружба». Первое упоминание о деревне Альматово, ныне города Альметьевск, встречается в переписи населения 1746 года. Тогда в деревне насчитывалось 12 дворов с жителями, около 100 душ обоего пола. Позднее через это поселение стал проходить тракт Казань-Оренбург, проложенный по указу Екатерины II, что дало толчок к развитию самого Альметьевска, но и еще и края. А уж когда в регионе начались работы по добыче нефти, то он получил всероссийское значение. Кстати, впервые о нефти в этом регионе заговорили еще при Петре I. 2 января 1703 года первая российская газета «Ведомости» опубликовала следующую заметку. Из Казани пишут: на реке Соку нашли много нефти, от чего чают немалую быть прибыль московскому государству. Правда, первый нефтебитумный завод заработал в районе только спустя 160 лет во второй половине 19 века. Однако официальная история нефтяной промышленности Татарстана начинается с лета 1943 года, когда около села Шугурово из скважины номер 1 с глубины 648 метров ударил первый нефтяной фонтан. Несмотря на свое огромное значение для экономики Татарстана и России, в целом Альметьевский район знаменит не только нефтедобычей и нефтепереработкой. Жители района всегда находились в центре татарской культурной и политической жизни. Несмотря на то, что добыча нефти производится по всей территории Альметьевского района, здесь нашлось место и для природного заказника площадью более 24 тысяч гектар, на территории которого водятся косули, лоси, кабаны, рыси и куницы. Что касается официальных символов района, герба и флага, то неудивительно, что на них изображена нефтяная вышка с фонтаном нефти. Ну а теперь о погоде. Всю предстоящую неделю столбик термометра не опустится ниже минус 9 градусов в дневные часы. Самый морозный день ожидается в четверг. Днем будет минус 9, ночью минус 13. Всю неделю будет довольно облачно и снежно. Сегодня в районе минус 6, минус 7 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность довольно высокая, 89%. Данные предоставлены интернет-порталом Яндекс.Погода. До встречи в следующий понедельник.